Привет вам, друзья, с нашей деревни. Сегодня у нас 2 августа. Это видео, конечно, я по причине своего плохого интернета я не смогу сегодня выложить, и выкладывать буду завтра. Постараюсь, но до завтра-то уже точно загрузится это все видео. И сегодня у нас 2 августа, Ильин день. И, во-первых, сразу поздравляю наших доблестных десантников с этим праздником. Пускай уже там будет в прошедшем времени, но все-таки буду поздравлять. Айда, наверное, опять снова что-то там увидела и лает невозможно. Опять мешает мне. И еще такой момент, что каждый год 2 августа у нас традиция проверять картошку. Картошку пробовать первую картошку. Она сейчас еще очень мелкая, сразу скажу, потому что, я знаю, будут комментарии там, вот, какая-то мелковатая картошка. У нас это все впереди. За месяц или за 1,5 даже иногда, может до 15 сентября даже не будем копать, за месяц или 1,5 она вырастет нормальных размеров, уверяю вас. Я даже не знаю, какая она сейчас. Ну, по рассказам других, там соседей еще, она очень мелкая еще. Очень мелкая еще. Но все равно, каждый год 2 августа мы проверяем, что из себя она представляет, и угощаемся. Если картошка уже такая нормальная, где-то с яйцо куриное или там чуть-чуть поменьше, мы стараемся почаще, потому что после 2 августа эту картошку кушать. Но если она мелковатая, ждем, потому что это тоже как бы нехорошо есть такую очень мелкую картошку. Но картошка у нас еще цветет. В этом году как раз вот все цветет. Какая-то тут урожай еще. Про урожай еще рано речи. Но пробовать будем. Сейчас я вот жду Машу. Маша выйдет, и мы будем, так сказать, выкапывать, что ли, ее. Там пару лумок всего, чтобы угощаться там немножко еще, не более того. Вот так. Вот и Маша идет. Всем привет, и Маша. Всем привет. Что-то ты как будто спешишь куда-то. Что ты взяла-то? Инструменты какие у тебя там? Вилла. Я смотрел там на YouTube в основном лопатой копают, а у нас вилами, давай. Лопатой, мягкой. Идеал посмотрим, там посмотрим и здесь посмотрим. Давай в 3 местах возьмем. И что там у нас? Пробуем, друзья. 2022, 2 августа. Вижу картошку. Сейчас в тазике это таз. Ты прям миску туда положи. О, для угощения уже самое то. Ну-ка в руках покажи. Ну-ка. О, да, для 2 августа нормально. Потому что у нас еще целый месяц, даже и 1,5. Ух ты. Самая крупная, так всегда на виллу попадется. Давайте. Здесь, наверное, с этой стороны может быть побольше. Может, здесь с этой стороны лунка еще. Ну, не крупная, конечно, но
Как говорится, для угощения в самый раз. Что? Сегодня у нас опять прекрасная погода. Что это? Все лето. Лето замечательное у нас будет в этом году. Никаких югов не надо. Так. Потом, наверное, другое место пойдем, давайте. Давай. Здесь попробовали, но мелковато еще. Мелковато. Только для угощения. Сейчас рано еще пока такое кушать, конечно. Так, этот участок оставляем и переходим вон на ту сторону грядки. Вот столечко здесь взяли. Мисочки, ну-ка, мисочку подними немножко. Ну, вот столечко, да. Мелковато, но только чтобы поугощаться. Но традиция есть традиция, надо проверять. Сейчас перейдем туда, в той грядке. Так-то вот я говорил, что картошка еще цветет. Видите, картошка еще цветет. Так, мы перешли оттуда вот сюда, к амбару, к участку, где амбар. Сейчас, Маша, здесь тоже попробуем. Это осот у нас разросся из навоза из фермы. Так, ну-ка, я вижу вон картофелина. Видите, еще надо это самое стряхиванием даже не отходит картошка, давать. А когда она созрела, она от ботвы отходит быстро. И смотрю, в лунке не очень много картофелин, да? Количество не очень в лумочке. Ну, конечно же, мы потом перестанем. Сейчас еще попробуем после этого куста идеал возьмем. Все для первого раза. Ну, еще вот сейчас идеал посмотрим, как он себя там ведет. Ну что, здесь на этой стороне сорт идеал, так называемый. Старый уже сорт. Вымирает потихоньку сорт. Видите, какой он красный такой. Ну, идеал. Смотри, какой большой, да? Так, по сравнению с другим сортом, вот смотрите. Идеал нормальный. О, по сравнению с другим сортом, да, смотрите, красный какой. Так. Но тоже количеством не изобилует. Качество получше, покрупнее, но количеством тоже не очень. У нас говорят абу полстера, то есть немного в одной лунке картофелин. Смотрите, какая разница там. Один сорт и другой. Идеал, смотрите, какой красный. А цветы у него белые. А у другого сорта там цветы фиолетовые, сама картошка какая-то бледная. Ну еще, в принципе, полная миска у нас получилась, поугощаться и хватит. Так, сполоснет сейчас Мария еще немножко нашу картошку. Ну вот такой. Я же говорил, что где-то
Если с куриное яйцо и чуть поменьше, ладно. Но если слишком мелко, значит кушать не будем. Дальше, то есть. Ну, такой вывод, что будем ждать еще. Где-то недели 2 это точно. Пока еще рано кушать. А угощаться 2 августа это как бы... Это святое. Да, Маша? Это обязательная проверка нужна. Ух, печат опять, печат. Утром было, знаете, друзья, туман такой стоял. Классно вообще. Думаю, свежесть будет. Как только туман развеялся, опять печат. У нас впереди 27 градусов опять, 30 показывает по прогнозу. Нормальное лето, как говорится. Вот сейчас поближе покажу. Вот смотрите, сорт этот. Но, скорее всего, не Аврора. Мы на Аврору говорим, но может быть даже и не Аврора. И там вот идеал попадается, он красный. Идеал самая лучшая картошка в мире. Не побоюсь сказать этого, в мире, да. Самая лучшая. Но он, видите, от жары. Видите, что с картошкой? Вот это от жары, это не от вилы, не от чего, не от ран, никаких она не получала. Это от жары, смотрите, как она трескается. Молодую картошку мы кушаем только в вареном виде, с маслом, с укропчиком. Вот так. Так, поснимаю, друзья, еще этот, как чистить картошку. Видите, какая она сейчас молодая, да, ранняя. Кожура такая тонкая. Просто вот так сгребаешь и все. Не надо ничего там чистить. Там. А раньше мы вообще даже так, Маша, не делали, так прямо кушали здесь. Вместе с кожурой даже. Подсоленная она такая, вкусненькая тоже получается. Ну что, Маша там продолжает чистить это все. А потом уже будем варить. Варить, наверное, дома будем, потому что очень жарко на улице. Что-то там постройки всякие, и топить уличную печку что-то страшновато в эту жару. Примерно показали, друзья, наш первую пробу урожая. Это ничего не значит. Вот. Я же говорил, что в начале видео, что многие скажут, что картошка мелковата, да еще что. Это ничего не значит. Будем копать в сентябре, вот это уже точный показатель. Потому что как раз у нас будут темные, уже темные ночи начинаются. Уже начались, вернее, ночи уже темно. Именно холодные, темные ночи для картошки это самое. Сейчас она будет набирать крахмал, сейчас она будет укрупняться. А когда листья еще пожелтеют, тогда еще картошка очень долго еще будет расти. Очень быстро она будет расти, нарастать объем свой. И картошка, уверяю вас, картошка будет неплохая. Судя по этой пробе, картошка будет неплохая. Вот. Урожай, по крайней мере, средний точно будет. Я не говорю, что бешеный урожай, но не урожая не будет. Это однозначно. Вот так. Все, встретимся уже потом за столом, как мы будем кушать картошку с укропчиком, с маслом. Вот так. А у нас, друзья, выключили свет. Не знаю, что делать, даже самовар, что ли, завести. Чай, чтобы попить. Ну вот такая кастрюля. Такая кастрюля полностью. Тут сколько? 4-литровая кастрюля. Давайте. 4-литровая кастрюля. Полностью будет картошка. Ух, и вкусная же она. Молодая картошка с маслом, да, с укропчиком, да. Горячая. С огурчиком там. С помидорчиками. Вообще классно будет. Грибы. Еще собирали. Маша еще грибы собрала там. Да. На грибы вон отдельно там картошка. Это покрупнее, которую там Маша отложила. И которую мы, наверное, вилами протрумла, да?
Классно, друзья, все. Четко. Погода вообще шикарная. Лето на дворе, лето у нас. Ну, немножко поснимаю вот тут. Еще по-старому у нас морковка растет, свекла растет. Укроп там, укроп надо уже убрать. Это в дерево превратится. Сейчас кукуруза там, далеко кукуруза. О. Это, наверное, початки образует. Початок. Я первый раз вообще ни разу не видел, как она растет, как образовывается. Это, наверное, да, початки хочет образоваться, что ли, ну, что-то есть там. Не знаю, успеет, правда, или нет. Кабачок мы уже кушаем, клубнику уже наелись вдоволь. Поглубже. Катя, поглубже надо бересту туда. Все, пошла жара, друзья. Пускай вода закипает. Пока, друзья, кочегарю я. Он у меня котел, самовар такой. Самовар топится. А Катерина пошла дальше туда, это самое, за листьями смородины. У нас там черная смородина растет. И вот она туда пошла. Смородина. Листья смородины будем забарывать вместо чая. Вот так. Свет, кстати, включили, оказывается, обратно. Но мы уже самовар поставили. Самовар поставили уже. На небе, друзья, тучи. Я не знаю, смогу ли не показать. Смотрите, как собрались тучи. Не знаю, успеет закипеть самовар или нет. Тучи. Будь здоров. Скоро, наверное, это гроза, наверное, будет. У нас там самовар что-то делает, надо посмотреть, кипит вода или нет. Ну-ка, посмотри. О, все, вода закипела. Все, у нас самовар закипел. Сейчас заварим смородиновые листья, чай. Чайник уже так видавший виды, но на улице используем. Поэтому такой не очень зрачный. А чай получится вкусным очень. Сейчас подождем, пока основная гарь пройдет у самовара, потом в дом занесем. Мы уже за столом, друзья. Посмотрите, там самовар стоит. Я не буду направлять на самовар, потому что это... Отражение там мое. С камерой стою. Так, вот такая картошечка. Свежий урожай. Довольно-таки неплохой. А вы знаете, это как еще подрастет? Горячая. Смотрите, пар идет. Видите, наверное, пар идет, да? Ух ты, горячая. Сейчас потом еще сюда маслице. О, смотрите, пар идет, какая горячая, молодая картошечка. У нас там еще грибы варятся, слышите, наверное, звук. Но грибы это я уже не буду снимать. Просто сейчас покажу, вот как они там варятся и все.
и маслицем, сливочным маслом, натуральным, а не просто каким-то спредом, натуральным сливочным маслом растопленным. Это все польем. Ой, замечательно, друзья. Замечательно. Но куда же без укропчика, без этой красоты, и особенно пикантный вкус такой будет с укропчиком, картошечка. Просто шедевр. Вот, смотрите, какой. Видите, паром еще камеру отдает. Красота. Сейчас сюда еще огурчиков, и потом уже будем угощаться. Ну и самовар, чай, естественно, самовара. Вот. Будем там смородиновый чай пить. Чай со смородиновыми листьями. Так, чаек смородиновый. Вот он такой есть, светленький такой. Потом сейчас кипяток самовара. Вот такой зеленый чай из смородиновых листьев. Но если на костре вот держать вот эту смородину, то получается, что она очень сильно, краснеет. А так как вот зеленый чай выглядит. Видите? Все, друзья, мы за столом. Мы за столом. Маша все это приготовила, Катерина помогла, там с чаем, самоваром. Вот. И мы сегодня снимаем пробу урожая. Очень вкусная картошка, я уверена. Да, и я с твоих рук уже маленькую картошечку попробую, Маша. Ну-ка. С пылу с жару. Такая мягенькая. Вкусно. Огурчики вон. Это же один огурчик маленький вон. Малюсенький огурчик. Корнишон. Как ни крути, многие уже у нас кушают огурчик. У нас еще нету, да? Маленькие еще. Маленькие еще есть там. И помидоры есть, и это помидоры еще зеленые, и черри, и такие. Красные уже с улицы заносили. 2 красных помидора, сейчас такие там на это краснеет. 2 красных помидора, говорит, уже было. Я один-то ел, я забыл. Вот. Ой, как вкусно. Вот так. Такая проба урожая. Вильин день. Еще раз поздравляю всех наших десантников и именинников, кто Илья, с этим днем. Просто видео выйдет на день позже. Но это главное поздравить, давай. Вот. Очень вкусная картошка. В южных регионах, конечно, пораньше используют. У нас на Иван Лун 7 июля пробуют морожку с молоком, а на Ильин день августа пробуют, так сказать, картошку молодую. И на 21 там Прокопий день, 21 пробуют чернику с молоком. Вот такая у нас череда таких событий. Вот. Ну и еще хочу сказать спасибо моей спутнице по жизни Машеньке. 29 лет как-никак вместе. Вот так. Это все в один день у нас получается. Вот так. Спасибо тебе. Дай я тебя поцелую в щечку. За такие вкусняшки, за хорошую, так сказать, жизнь с тобой. Мне очень нравится жить с тобой. Я не знаю, как тебе со мной. Трудно, наверное. Я не спорю, Маша, трудно со мной. У меня характер еще скверный. Но мне хорошо. Я тебе говорю большое спасибо вот при всей этой большой аудитории. Вот. Ну да, живем 29 лет уже. 29 лет уже живем вместе. Уже много. Очень много, да. Ну, дай Бог, будем жить дальше. Что, давай еще я одну картошку попробую. Уже сам. Своими корявыми руками.
Вынос. Да, с маслом, с маслом. Макать. Мукаешь там вот это в растопленное масло. М. М. Вот это вкусно. Чай сейчас когда. М. И корнишон. Не смотрите на мои руки, что я так коряво ем. М. Может быть, кто-то на канале первый раз видит, как я ем. Не обессудьте. У меня такие кривые руки. М. Ой, чай вообще прелесть. Вот так, вот это вкуснота. Сейчас я еще чай, Чай вообще вкусный. смородиновый чай еще. Утоляет жажду. О. О. Вот это да, как бы здесь, как бальзамом по горло. Чувствую. Как бальзам по горлышку прокатилась. Смородиновый чай. Какой вкусный. А ты знаешь, вот Я смородиновый чай, он вкусный, знаешь, еще с чем? С молоком. Вообще, ты не пробовала? Вообще замечательно. Смородиновый чай, но смородину нужно заваривать прям вот не так просто, вот налил кипяток и все. А надо, чтобы оно в кипятке, вот в термосе или на огне. На щенокосе у нас как там, огонь варится и просто там потихоньку вот это все томится, оно же красное становится. Да, оно красное становится, не просто зеленый. И вот этот чай томленный с молоком, с черным смородиновый чай с молоком, это вещь. Вот попробуй как-нибудь. Желательно молоко тоже натуральное, а не магазинское. А у нас натурального нету. Ну что, вот такой урожай, все, показали урожай. Урожай неплохой. И не говорите, что мне картошка не удалась. Маша, скажи, что она подрастет еще. Очень много еще подрастет. Довольно-таки. Единственное, не понравилось то, что не очень много клубней в одной лунке, да. Давай. Не очень много. Вот это мне насторожило. А то, что вот размеры нормальные. Размеры нормальные. Все. Ну, что потом? Все. Вот такое видео, друзья. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы и смотрите наши новые ролики о нашей жизни в деревне. С Машей. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.